چشمه چون yorgun akar niçin sesin kalbini yakar gelecektin sen gelmedin alem bana kulüp bakar. Я и природа — это одно и то же. Вот можно так выразить. Ну, не могу я вот не находиться в этом пространстве. Мне можно вот залезть на вот эту скалу какую-нибудь и сидеть там, я не знаю, сколько-то дней. И я буду просто наслаждаться и созерцать то, что я вижу. И мне хорошо, мне нужны просторы, мне нужны красивые виды. Если брать Крым, всегда у меня в образе это вот, вот эта красота. Я родилась в семье папа, мама, мой старший брат и я. Я считаю, что у нас классная семья. Папы, к сожалению, уже нету. Он и мой брат имеют хороший голос. Песни очень крымско-татарские, очень много знал народных. Может, не пел, но вот у него были любимые. И, конечно, когда я соприкасалась с этой музыкой, ему, безусловно, это очень нравилось. И его вот мечта была, чтобы мы переехали сюда, и чтобы здесь я пела. Но мама — это тот двигатель, который с детства меня двигал по музыкальной стезе. Мама преподаватель музыки, фортепиано. Я училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Мой брат закончил тоже с отличием фортепиано. Вот. Поэтому классика никуда не девалась. С детства я слушала джаз, очень много джаза, но в каких-то популярных обработках Поля Мориа, потому что мой брат очень увлекался. Там была западноевропейская музыка, Элтон Джон, Джордж Майкл, не знаю, Фаусто Папетти тот же самый. То есть на этом я росла, это я слушала. Поступая в консерваторию, я уже была знакома с музыкой именно джазовой. Мне оставалось только выучить слова, и все, и ты в теме. Народная музыка, безусловно. В первую очередь это, конечно, в исполнении моей мамы, а там дальше уже впоследствии это были записи, которые нам присылались из Крыма. Вот. Ну, Сабрия Реджеп, первое, кого бы я упомянула, потому что это первый человек, которого я услышала именно вот такое народное исполнение, грамотное, трогающее. Ну, мне отзывается. Там кто-то говорит дальше, что очень голос похож, или там манеры иногда, особенно Вара Балар. Может быть, не знаю, я тоже снимала, ну, что называется термин музыкальный, я снимала с нее это все. Вот. Безусловно, Рустем Биметов, Зарема Ханум. Меня водили на концерты Хайтармы в детстве довольно часто, и я даже вот помню Рустему Биметову выносила цветы. Меня, безусловно, это все очень включало, мне нравилось. Есть не кумиры, а те учителя, я их называю, музыку которых я слушаю, я вдохновляюсь. Если касаться там этнического джаза, я помню, когда я училась в консерватории, был, по-моему, второй курс, и у меня была подруга, саксофонистка Регина, и она мне сказала: тебе обязательно нужно послушать Азизу Мустафазаде, вот я считаю, что это твое. И она мне принесла диск, привезенная из Германии, где она на тот момент, Азиза Мустафазаде, жила и живет, по-моему, по сей день. Вот. И это была просто любовь с первого взгляда. Слезы, как всегда, потому что я очень тонкая, чувствую. И впоследствии, естественно, хотелось прикоснуться к этой музыке, и мы с музыкантами что-то сделали. Первая у нас там была вещь inspiration, вдохновение, и она на ура, конечно, прошла. И я обожаю эту вещь, она технически сложная, с кэтом поется. Вот, ну, обожаю эту музыку, обожаю этот человек. Вот, если касаться этнического джаза, то это вот для меня, как всегда говорю, number one.
тоже учитель, который вдохновляет, тоже, который однажды услышала и уже влюбилась в ее голос, в ее исполнение. Это мощная певица, обладательница Грэмми, Дайана Ривз. Это наполнение, это счастье, это какой-то восторг жизни. У меня были замечательные педагоги. Ну, получилось так, что на первом курсе я попала к Фаруху Закирову. Так получилось, что последующие годы у меня были другие преподаватели. Мансур Ташматов, заслуженный артист, даже нет, народный он артист Узбекистана. Потом Дилара Манулаева, мой педагог, она у меня была на 4-м курсе в магистратуре. Она же мне предложила преподавание в консерватории, 7 лет преподавания там, вообще очень счастливые годы для меня. Честно, я не планировала вообще преподавать, но меня это очень затянуло. Помню в сердце всех своих студентов. Сейчас многие из них артисты известные, кто-то преподает, кто-то там уже завкафедрой стал. Азиз Раметов, например, у меня учился. Это вообще династия актеров. Он был актером уже известным на тот момент, но почему-то очень хотел прийти на эстрадное отделение. Амира Алибекова, Сайора Закирова, это внучатая племянница Батыра Закирова. Получается так, что на первом курсе я училась по Фаруху Закирова, а впоследствии уже его племянница внучатая училась у меня. Я считаю, что все-таки их нужно как-то приспосабливать в других стилях. И это возможно делать, просто делать это грамотно. Мы сделали с Усейном Бекировым Шуялтадан. Ну, конечно, в процентном соотношении больше, там, 95% восторг. Şuyaltadan taş yükledim, kemik olmadı. Şumaletim bir yer sevdim, o da benim olmadı. Но есть те, которые не приемлят слышать это в другой интерпретации, как только в классической форме. Если брать лично меня конкретно, то у меня и классическая форма есть, но у меня и есть это, потому что это классика, но есть она, есть в моем репертуаре. Но мы сделали немного по-другому, там джазовой какой-то обработки. Человек, который делает аранжировку, Усейн Бекиров, например, человек, который номинировался на Грэмми. Я никогда не беру песни, чтобы кому-то понравилось. Никогда, никогда. И даже студентам не говорил, никогда не слушайте меня, никого. Только то, что вот отзывается изнутри, только то, что нравится. В музыке там есть какое-то движение, почему бы его не использовать? Мы должны идти вперед. Вот с этим унынием мы далеко не уйдем. Есть кровь, ее никуда не деть. Вот ты слушаешь, и все. Вот эта кровь у тебя включается. Хочешь ты, не хочешь ты. Есть память твоих предков, которая передается из поколения в поколение. Ты не можешь не отреагировать на это. Даже если ты за 3-9 земель живешь. Вот мы жили далеко, и так не было очень много крымских татар, только родственники в основном. То есть в этой среде я не росла. Но все равно, когда мы, например, приходили на свадьбу, изучала музыку, ну все, мурашки идут. Есть музыка души, есть музыка крови. Я вот как-то их разделяю. Но вот то, что меня вот душой всегда включает до слез, это джазовая музыка. Музыка вне рамок. Музыка это что-то за пределами ограничений. Это что-то реально прекрасное. Сказать, что я ею живу, ну это очень банально. Но она вот проходит через меня, она меня вдохновляет. Это то, что меня вдохновляет. Это то, что меня может возродить и убить одновременно.
И я поддаюсь этому. Selamman alayım seni Eğer kısmet olur da ise sarayım